самое главное. Я очень счастлива здесь находиться, принять участие в историческом форуме, в историческом событии, мероприятии, потому что уверена, что после него каждый из вас приедет на свои места уже абсолютно по-другому светясь, совершенно по-другому неся идею работы со взрослыми. А взрослые будут со своими детьми по-другому, осознанно, гуманно, с любовью бескорыстной, безусловной, общаться и помогать им раскрывать, распахивать свои крылья к их мечте. Почему я об этом говорю? Вот вы знаете, можно, конечно же, вот говорить такие казенные какие-то слова о республиканской общественной организации «Сенемен Булашак». Ну вот она действительно великолепна, потрясающая миссия, великолепные задачи, цели. И они, знаете, с чем связаны? Они связаны с мечтой. Мечта через то, чтобы мы просвещали родителей, через то, чтобы мы давали им знания, чтобы из невежественных, то есть неведающих, что делают, делать из них знающих, ведающих, осознанных. Мы таким образом помогаем им для осуществления мечты их детей. Вы представляете? Ну тут надо похлопать. Это же величайшая миссия — помогать взрослым окрылять. Распах крыльев. Мама и папа, два крыла у ребенка. Да не может только одно крыло взять настоящую высоту. Ну не может. Здесь нужно донести до родителей, что мы двумя крылами машем и поддерживаем наших детей. Сам того не зная, господин Асанов и вся его замечательная команда, очень, кстати, окрыленных, талантливых, профессиональных, креативных, таких преданных людей, сотрудников, друзей, они уже точно друг с другом, вы все друзья уже стали единомышленники, осуществили мою мечту. Я уже с кем общалась близко, поделилась. Так интересно получилось в моей жизни, что как только я научилась писать в школе, я писала на промокашках на всех, с одной и с другой стороны, пока не закончила школу, кстати, с медалью. Я писала 2 слова. Спасибо большое. Возможно, благодаря этому я писала 2 слова с 1 по 10 класс. Алма-Ата и Казахстан. Тогда не было Астаны, но я писала Алма-Ата и Казахстан, и моя мама говорила: доченька, да что ты все пишешь, родственников у нас там нет, друзей вроде бы тоже нет, ну так 15 республик, ну пиши Таллин, Эстония, пиши Киев, Украина, что ж ты пишешь Алма-Ата и Казахстан? И я, знаете, еще вывожу каждую букву, у меня как иероглиф, в каждую букву я вкладывала какое-то свое творчество. И мама говорит: эти ручки хватает другим детям на месяц, ты списываешь за неделю. Ну вот промокашки Алма-Ата и Казахстан. Я никогда не понимала, почему. Я не понимала, представляете, откуда это, откуда? Из глубины моей души, из глубины моего подсознания идут эти 2 слова. И благодаря этому форуму, благодаря вот этой организации, вот этому мероприятию «Сенемен Булашак» я здесь, впервые в Казахстане. У нас и это не подарок судьбы. Представляете, я, по-моему, летела впереди самолета и указывала путь, где Астана находится. А прилетела я из Тбилиси, из Бушети. Вы знаете, да, я уверена, что вы знакомы так или иначе, кто-то поверхностно, кто-то глубоко, с основателем современной гуманной педагогики Шалво Александрович Аманашвили, это мой учитель. И он передает вам всем сердечный привет, как только может Шалва Александрович это сделать. Он извиняется, он не смог приехать, но очень рвался. Сейчас в данный момент принимает делегацию из Казахстана. И уж если он кого-то принимает, то он принимает на всех 1000%. Поэтому от него вам большой привет и пожелание, чтобы, вот знаете, как тайфун развивалось движение от вашей организации «Сенемен Булашак», чтобы вот в следующем году здесь было 1000 человек, не только от 16 регионов Казахстана, а и от других стран.
Нам есть о чем поговорить. Когда мы 1,5 часа во время обеда общались, сколько единства, сколько у нас общего с вами. Одни живут в Европе, другие живут в Казахстане, третьи в России, по всему миру. У нас одна задача, одна проблема, но мы только общими усилиями сможем это решить. Общими. Вы говорили, дорогие единомышленники и коллеги, сколько всего вы уже на местах сделали. Этого не хватало сегодня на сцене, скажу честно. Наши проблемы нам известны, но нужно и говорить о том, что вы на местах уже сделали благодаря поддержке организации «Сенемен Булашак». Конечно же, но вот об этом надо тоже говорить, трудить, рассказывать, приглашать родителей, которые были неосознанными, стали благодаря вашей деятельности осознанными, а значит счастливыми. Каждая мама и папа мечтают, чтобы их дети были счастливы, успешны, чтобы преодолевали все препятствия на своем пути легко. А для этого нужны знания, для этого нужны вы, для этого нужна организация «Сенемен Булашак». Ну поддержите и скажите спасибо большое. Она реализует мечты. И вы тоже. У меня тема 7 шагов к дружбе ребенка. К дружбе с ребенком. Я думаю, что вы эти 7 шагов сами знаете. Вы педагоги, вы родители. И если честно, я не хочу на эту тему говорить, потому что я знаю, что вы это знаете. Если вы эти 7 шагов сейчас не назовете, тогда я их назову. Поехали. Первый шаг. Любовь. Любовь. Какая любовь? Безусловная любовь, совершенно, исключительно безусловная любовь. Ребенок появился, мы его любим безусловно и показываем, что мы его любим не за что-то, а за то, что он пришел к нам, он пришел в нашу семью, в наш род, в нашу страну. И каждый ребенок, приходя в семью, это его миссия, это законы эволюции. Он сразу поднимает род на новый качественный уровень. Это надо знать. Это надо знать. Никогда не бывает деградации. Есть исключительная миссия каждого рожденного ребенка в том, чтобы род, страну поднять на новый качественный уровень. Второй шаг. Поддержка. Доверие. Замечательно. Доверие. Мы доверяем во всем ребенку. Он пришел со своей миссией. Мы не знаем его миссию. Мы не знаем его миссию. Мы знаем свою миссию. И то не всегда знаем свою миссию, всю жизнь посвящаем, чтобы раскрыть предназначение свое. Мы доверяем ребенку, доверяем его идеям, доверяем его мыслям, доверяем его поступкам, доверяем его действиям, доверяем его мечтам. И тогда все получится у него. Отлично. Третий шаг. Забота. Забота или создание пространства безопасности. Ребенок нуждается, чтобы пространство безопасности было обеспечено нами, родителями. И только тогда он сможет делать смелые шаги в познании этого мира. Согласны? Так, 4-й шаг. Воспитание. Так, ответственность. Ну, это наша ответственность. 7 шагов к дружбе с ребенком. Вы дети, сразу окунайтесь в детство. Вы дети. Что нужно было делать, чтобы с вами дружить? Не надо сейчас придумывать, классиков вспоминать. Что бы вы хотели, в чем вы нуждались, когда были дети? Играть с нами. Понимание. Хорошо, но понимание здесь больше с доверием связано. Понимание. Так, давайте, хорошо. Понимание. Знаете, что я вкладываю в слово понимание? Уметь слышать, слушать и понимать. Я не знаю, возможно, это совершенно не о вас. Хорошо, я буду опираться на Россию, буду опираться на европейский опыт педагогический. Мы не умеем слушать. Ребенок начинает говорить, мы сразу затыкаем ему рот. Мы его перебиваем и говорим: я все понял, потом договоришь, сейчас некогда. Тем самым мы развиваем у ребенка ощущение низкой самооценки и понимание, что я никому не нужен, мое мнение неинтересно, то, как я мыслю, как я размышляю, о чем думаю, мечтаю, никого не интересует. А в связи с тем, что родители, каждый родитель для своего ребенка – это боги, это самые главные люди на земле, и если они перебивают, если они не хотят его слушать, у ребенка создается впечатление, что он этому миру не нужен. Согласны? Согласны. Мы не перебиваем, мы слушаем.
мы слушаем внимательно и прямо выделяем этому время. Можно просто вечером, 15 минут, обменяться, что случилось за день, что произошло, что тебя удивило, что порадовало, чему ты новому научился, что тебя сделало счастливым, кого ты сделал счастливым, сынок мой родной, доченька моя родная. Так, следующий шаг. Так, интерес. Да, совершенно верно. Разделять интересы ребенка. Не то, что так, я хотел стать профессиональным футболистом, у меня что-то не случилось, теперь мой ребенок станет профессиональным футболистом, потому что огромные миллионы платят. Да, у ребенка нет ни желания, ни способностей, но он обязан стать тем, кто реализует папину несбывшуюся мечту. То есть поддерживать ребенка в его мечте. Правильно? Поддерживать в его мечте. И разогревать этот огонь. Если ты хочешь, правда, быть футболистом, смотреть легенды, звезды футбольные, как у них шло становление, как они развивались, какие ценности были. Читать, изучать, размышлять, смотреть фильмы, ходить на матчи, подогревать вот эти взгляды, вот эту мечту, подогревать, разделять идеи, мечту, увлечение, и тогда все получится. Еще? Свобода, браво! Вы знаете, у меня такое вот, я сама из Ростова-на-Дону, и мы граничим с Калмыкией. У нас тоже степи, это в Швейцарии, где я сейчас живу, горы и озера, а степи, это там, где я родилась. И вот все те люди, кочевники, в том числе вы, дорогие друзья из Казахстана, вы повеченные ветром. У вас чувство свободы, оно на культурном уровне. Вы свободны. На генном уровне. Однозначно. Свободны по факту. Вы родились здесь. Так вот эту свободу нужно и в себе развивать, и у наших детей. Свобода выбора. Свобода выбора. Какой бы выбор ни был у ребенка, здесь приходит доверие снова. Я доверяю тебе, сынок, я знаю, или доченька, я знаю, ты справишься, просто знай, я всегда рядом. Ну, я сейчас как мама говорю, я всегда рядом. И делать ошибки — это нормально, это опыт, который не пропьешь, который не продашь, это тебе в копилочку твоей личной жизни. Поэтому свободу выбора давайте вашим детям. Вы свободны в решениях своих. Вы свободны, и никто не имеет права забрать у вас вашу внутреннюю свободу. Никто. Никакие обстоятельства. Это все вранье, что через обстоятельства мы вынуждены что-то делать, что нашему сердцу не откликается. Учите ваших детей слушать собственное сердце. И сами учитесь. Мы какой-то шаг забыли? Доброта. Дружба, поддержка, это уже было. Можно я скажу последний шаг? Шаг, как говорит Шалва Александрович Иманашвили, сейчас я его цитирую. Дорогие родители, будьте солнцем. На вашем флаге символика Казахстана что нарисовано? Солнце, солнце. Я приземлилась в 5 часов 55 минут. Солнце было на все небо. Я такого не видела. Я не видела такого никогда в жизни. Может быть, именно из-за этого явления я стремилась всю жизнь к вам, в Казахстан. Я не знаю. Но Шалва Александрович сказал, будьте солнцем для своих детей. Светите всегда и освещайте их благородный путь по жизни. Да будет так и будет. Благодарю за все. Рахмет. Спасибо.